29 сентября около 50 автомобилей стартовали с площади Свободы в столице. Дорога, по которой пролегал путь автоколонны, во время войны имела стратегическое значение. Тогда именно эта дорога, которая проходит через села Восточной Абхазии, стала в буквальном смысле дорогой жизни. По ней вывозили раненых и гражданское население, перевозили оружие, передвигались отряды бойцов. По пути следования участники автопробега, а среди них были и ветераны, и представители молодого поколения, останавливались у памятников и возлагали цветы, отдавая дань памяти павших за свободу Абхазии. В селе Дюбжа, где была первая остановка колонны, к ним присоединилась еще одна группа участников автопробега. Я еще ребенком застал эти события нашей Отечественной войны. А вот моему сыну, который со мной, наверное, это хороший пример будет, хорошая память будет. Каждая эта акция, он-то может с нами сейчас здесь присутствовать. А очень много детей не могут с нами присутствовать, но через телевидение, через такие акции, через другие акции они будут это видеть, задавать вопросы, спрашивать, зачем, почему, как это было. Соответственно, будут узнавать, на самом деле, пока еще есть живые наши старшие, эти истории, эти рассказы. За 2 дня участникам акции предстояло пройти более 200 километров, большая часть которых бездорожье. В каждом селе, через которое проезжали участники акции, их встречали жители, школьники со стихами и песнями. Так было, например, в Кутоле. Автоколонна продолжила путь в село Джгиарда, родное село Сергея Багамш. Вместе с участниками акции память второго президента почтили вице-президент Виталий Габне, премьер-министр Беслан Барцыц, вице-премьер Беслан Эшба и представители делегации Южной Осетии. Конечно, нужно на символах, нужно поднимать и воспитывать молодежь, которым наше будущее. У нас непростые времена и сегодня мы переживаем. Не менее амбициозные задачи стоят, и исходя из текущего дня. И чего нам немного не хватает, это той сплоченности и единства, которое у нас было ко временам войны и сразу после войны, которое является необходимым условием для развития динамичного вперед, чего я нашему народу и желаю. Но закончу на оптимистической ноте. У нас все получится, хотя бы только потому, что плохо у нас уже было. Нам есть чем сравнивать, и назад уже нас никто не развернет. Далее участники автопробега «Дорога жизни» отправились в Гуаду, где почтили память погибших выходцев села. И эта акция мне очень даже понравилась, потому что каждый год, если мы будем проводить такие акции, наши дети, наше поколение, наши внуки никогда не забудут то, что произошло в нашей Абхазии. В селе Чилоу к акции присоединился глава государства Рауль Хаджимба. Президент вместе с участниками автопробега возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем Рауль Хаджимба лично сел за руль внедорожника и отправился по маршруту вместе с участниками автопробега. В пути исследования нам удалось побеседовать с президентом. Во время войны в целях безопасности именно здесь, где проходила стратегическая дорога, был организован аэродром, благодаря которому была возможность решить поставленные задачи, вспоминает Рауль Хаджимба. Не только послевоенные годы. Сама война, к сожалению, нам продиктовала такую ситуацию, когда было сложно найти транспорт для того, чтобы добраться даже ребятам до окопов, доехать до линии фронта, потому что не было топлива, не было практически возможности использовать тот же транспорт, который был бы проходимостью, способным, как говорится, дойти до непосредственного соприкосновения с противником. К счастью, все равно наши люди находили выходы из ситуации. Мы, помню, использовали даже трансформаторное масло, заливали в машины дизельные и ездили. Но памятник, наверное, нужно будет, сегодня мне ребята говорили, что есть такая у них задумка, памятник трактору, который стал тогда основным средством передвижения всех наших людей, и возилась на нем и техника, боеприпасы, и, во всяком случае, все с помощью этого маленького чудного технического средства.
Это одно из мест, которое позволяло Восточному фронту обеспечивать себя боеприпасами, вывозить раненых. В какое-то время с начала войны вертолеты и те так называемые кукурузники, которые летали к нам, Ан-2, они приземлялись в Форчал. Но потом в целях безопасности были созданы условия для того, чтобы здесь садились бы эти вертолеты и самолеты. Здесь большое количество отправлялось раненых, привозилось огромная масса по тем временам все-таки способных поддержать Восточный фронт боеприпасов. То есть та ниточка, которая связывала нас с остальным фронтом и который позволил нам потом впоследствии вместе все взятые эти процессы выиграть войну. Я не сомневаюсь в том, что эта акция первая, но она будет иметь продолжение и последующие годы. Важно то, что она объединяет и молодых, и ветеранов, и те поколения, которые придут завтра, они должны помнить о ребятах, давших им свободу, давших эту страну, и это должно стать преемственным делом. Вместе с президентом в автомобиле ехал и министр обороны Мираб Кешмария, который также поделился своими воспоминаниями о дороге жизни. Восточном направлении. Взять загидировать рями из базы до Амаклад, Хайгодека, Аврия Анза, не Пакхазам, Захай, вот из Углам. Я сейчас говорю, Авриаме, Ами обстазар, дорога жизни. Ахшарашан, у амбулатории Хамадара Члох, Абрах, госпиталь Хагаразоль, Ами Дар, Загрецелях, Ай бешенала, забрали Хахибжа, заберете 16 газы Раудюнга, Чупри, убряла Хахибжа Захара. Искусство обрями Дар, Загрецелях, Збоб, и Хари Чейшоп, Свальдо, Бухардо, Буса, и Тапши, Сизбов, Шабряч, Кусурец, это Хаказ, Хахахим, Зазазан, Зубря, Багова, Шарихара. В пути Рауль Хаджимба вспомнил о том, когда впервые у него появилась возможность сесть за руль автомобиля, и что сейчас ему нечасто удается вот так самому проехать по стране. Редко, но бывает сажусь за руль. Но сегодня это, честно говоря, доставляет огромнейшее удовольствие. Удовольствие от того, что с этими ребятами, которые организовали вот эту акцию, и все те, кто присутствует здесь, начиная от человека, сидящего сзади меня, вот главнокомандующий по тому времени Восточного фронта, и все те, кто принимал участие в войне, здесь рядом, здесь вместе с нами находятся в этом пути. И самое важное то, что все-таки в этот процесс включились очень активно молодые люди, которым война известна по рассказам старших ребят, старших людей. Ну и хотелось бы пожелать, чтобы это осталось бы только вот рассказами наших людей, нашего поколения. Все остальное строилось бы для того, чтобы был мир, для того, чтобы мы созидали. А эти акции нужны, они должны быть всегда. Я каждый раз, когда сажусь за руль, я все равно ощущаю себя свободным человеком. Тем временем автоколонна длиной почти 700 метров, следуя по намеченному пути, сделала очередную остановку в селах Губ и Акарчапан, где ветераны почтили память погибших.
Въезжая в родной город Хуарчал, президент поделился с нами своими воспоминаниями о тяжелой блокаде, которую перенес город и его жители. Рассказал о том, как тяжело сейчас городу, но именно от Хуарчала большая перспектива, уверен президент. Город действительно перенес очень многое. И бомбежки, гибель мирных людей, кто жил, кто пришел. В городе был создан военный госпиталь, который практически под бомбежками, сделав многое, сохранил память о том, что люди находили выход в самые трудные минуты. Даже при отсутствии электричества проводились тяжеленные операции, самые сложные операции. Но людей вытаскивали практически с того света. Что сказать про город сегодня? Да, действительно, война так серьезно нанесла значительный ущерб, что, конечно, пока город только, наверное, оправляется от всего этого. Сделано немало послевоенный период, но всего этого недостаточно для того, чтобы город превратился в тот город, который был до войны. Сегодня все, что мы делаем и делалось до нас, нацелено на то, чтобы оживить город, создать условия для того, чтобы люди получили бы возможности работы. Но говорить о том, что будут возобновлены работы по Хуарчальским шахтам, наверное, это было бы сложно, хотя есть какие-то уже возможности открытого способа угля. Есть здесь запасы огромные доломита. Но самое главное, что есть здесь то, что раньше никогда особо для города, как говорится, не было определено. Это туризм. Сегодня нужно понять, что здесь можно круглый год, и зимой, и летом, заниматься туристической сферой, курортологией. Здесь хорошие источники, которые нужно привести в порядок. Мы говорили уже с ребятами, скорее всего, мы найдем возможности для того, чтобы определить по линии инвестпрограммы суммы средств для того, чтобы возобновить вот эти курортологические объекты. Считаю возможным, хотя кто-то говорит, что это утопия, но привести в порядок ту же железную дорогу, по которой ходили бы не грузовые поезда, а несколько вагонов электрички для того, чтобы поднимать людей в тот же район Акармар. И зимой, и летом. Я не сомневаюсь, что это вполне реально. И это даст определенные возможности для становления города. Ну и, конечно, нужно потихоньку создавать условия для того, чтобы молодежь могла бы возвращаться в город. Это мой город, город, в котором я родился, и жители этого города, как мы и ранее говорили, перенесли очень многое. Хочется им пожелать всего доброго, счастливого будущего этому городу. Хочется, чтобы люди забыли невзгоды, получили бы возможности работать, зарабатывать, жить спокойно, чтобы над ними было мирное небо. Добра и счастья. Участники акции почтили память погибших защитников Хуарчала минутой молчания. Затем, оставив автомобили у мемориала, направились пешком к памятнику первого президента Владислава Аргзамба. Конечным пунктом автопробега стало село Бедия. Здесь после возложения цветов к памятнику погибшим состоялась церемония награждения. Президент Рауль Хаджимба вручил государственные награды 15 ветеранам, жителям села, 1 орден мужества и медали за отвагу. Угвары Зураби Самсонович. Чолария Гену Григорьевич. Ходжава Гиви Дитович.
Министр обороны Мераб Кешмария вручил участникам войны памятные награды к 23-летию Победы. Ходжава Жустам Георгиевич. Шакай Эльдар Сергеевич. Этой идее несколько лет. И каждый раз ребята эту идею выносили, хотели каким-то образом обозначить наше отношение к той дороге, к дороге жизни, которую народ назвал, а народ всегда называет, дает точное название. И вот в течение вот этих лет многие ребята наверняка хотели этот путь пройти. Нам удалось именно в таком составе впервые. Вечером 29 сентября участники автопробега разбили лагерь в селе Беди, чтобы переночевать там, а на утро 30 сентября выехали в столицу, где и завершилась акция. Рената Шака, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.